Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Ариф Акаба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Недавно в Женеве состоялся очередной 54-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Как сообщалось на сайте МИД Республики, в состав абхазской делегации, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Ираклием Тужба, вошли депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия Гиви Кварча и Астамур Логуа, заместитель председателя СКБ Республики Абхазия Заал Хварцке, а также другие сотрудники МИД Абхазии. Работа очередного 54-го раунда женевских дискуссий традиционно велась в двух группах по безопасности и гуманитарным вопросам. По информационному сообщению сайта внешнеполитического ведомства страны, вновь не удалось достичь соглашения по ключевому вопросу дискуссии подписанию соглашения юридически обязывающего документа о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой стороны. Грузия по-прежнему отказывается вести диалог по этому ключевому вопросу повестки дня, говорится в сообщении ведомства. Известно также, что на женевских дискуссиях поднимался вопрос наращивания военного потенциала со стороны Грузии, возможности возобновления механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал, а также ряд важных тем в группе по гуманитарным вопросам. Немного подробнее обо всем, что происходило в этот раз в Женеве, мы попросили рассказать заместителя министра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба. Здравствуйте, Ираклий Вахтангович. Наши вопросы связаны, конечно, в первую очередь с 54-м раундом женевских дискуссий, на которых побывала наша делегация, которую вы возглавляли. И хотелось бы, чтобы вы немного подробнее рассказали о том, как происходили эти дискуссии, что обсуждалось в группе по безопасности, что было в группе по гуманитарным вопросам. Открыли те кавычки, которые есть вот в сообщении вашего ведомства. Добрый вечер, Арифа. Рад приветствовать вас и ваших коллег. Хочу поблагодарить Абхазское государственное телевидение за тот интерес, который вы регулярно проявляете к теме женевских международных дискуссий и в целом к вопросам международной политики. Безусловно, это очень важные вопросы для всех нас, для нашей республики в целом. Что касается прошедшего уже 54-го раунда женевских международных дискуссий, мы прошли своеобразный очередную годовщину. Это уже прошло 13 лет с момента начала этого процесса международного. Ну, если говорить о результатах, то в целом в политических вопросах нам, к сожалению, не удается достичь никаких ощутимых результатов. И это, в принципе, предсказуемо. Я уже неоднократно говорил о том, что данный формат не дает нам возможности продвигаться в решении насущных политических вопросов. Для нас, для абхазской делегации, ключевым вопросом является вопрос обеспечения международных гарантий безопасности для Абхазии и Южной Осетии, соответственно. Мы всегда особое внимание уделяем этим вопросам, и в частности нас очень серьезно беспокоят процессы милитаризации Грузии, о которых хорошо известно. Вы знаете, что грузинские власти активно наращивают свой военный потенциал, проводятся регулярные учения под эгидой НАТО, Соединенные Штаты достаточно активно участвуют в процессе модернизации и переоснащения грузинской армии. Естественно, все это вызывает у нас самое серьезное беспокойство, о чем мы регулярно заявляем. Правовой основой для обеспечения условий безопасности в нашем регионе должен послужить документ о международных гарантиях неприменения силы. Вот именно об этом мы регулярно ведем речь в ходе всех наших раундов, но, к сожалению, позиция грузинской стороны не дает нам возможности
успешно решать эти насущные вопросы. На прошлом раунде абхазская делегация вновь выступила с очередными предложениями по выходу из кризиса. Мы, например, предложили взять за основу текста совместного устного заявления. Хочу напомнить, что на данном этапе речь идет лишь об устном заявлении. Мы предложили взять за основу существующий уже и подписанный на высшем уровне, на уровне двух президентов, документ от 1997 года о неприменении силы. Такой документ существует. Для тех, кто не знает, хочу напомнить, в 1997 году между нашим президентом Владиславом Григорьевичем Мардзембо и президентом Грузии Шеварднадзе было подписано совместное заявление абхазской и грузинской сторон, где в принципе достаточно четко были отражены вот те все обязательства, о которых мы говорим сегодня. Мы предложили сейчас взять за основу этот текст и продолжить работу над тем, чтобы как-то согласовать его. Но, к сожалению, грузинская сторона в очередной раз отказалась вести какие-либо дискуссии по этому насущному и важному для всех для нас вопросу. Проблема, опять-таки, заключается в том, что грузинская делегация пытается всячески перевести процесс в иную плоскость и придать ему российско-грузинский контекст. Естественно, мы с этим категорически не согласны. Ну вот именно это является основным камнем преткновения для всех для нас, и это условие не позволяет нам продвигаться в решении этого важного вопроса. Если говорить о работе второй группы, то здесь больше позитива, скажем так. Вторая рабочая группа у нас занимается гуманитарными вопросами. Ну, мы регулярно ставим такие вопросы, как связанные со свободой передвижения. Для нас свобода передвижения – это прежде всего возможность признания абхазских национальных заграничных паспортов для передвижения по миру. Хочу напомнить, что такая практика существует для тех стран, у которых схожий с нами статус. Например, Северный Кипр, Косово, Тайвань. Эти страны тоже обладают частичным признанием, но тем не менее документы этих стран признаются в том числе и Европейским Союзом, и Соединенными Штатами. Когда существуют особые условия, то есть эти страны признают эти документы и дают возможность по ним передвигаться. Парадоксально, что буквально в преддверии 54-го раунда, который состоялся в начале октября, произошел очень такой значимый с нашей точки зрения случай. Сборная Грузии по футболу проводила в Тбилиси, в Батуми, вернее, матч со сборной Косово. И вот грузинские власти поспешили сообщить о том, что они не признают категорически независимость Косово, но тем не менее готовы проводить этот матч на своей территории. Для нас, конечно, важен не сам матч как таковой, для нас было важно то, как представители Косово заехали на территорию Грузии, то есть пересекли государственную границу. Ну, мы имели неосторожность предположить, что все-таки команда Косово, команда сборной по футболу Косово все-таки приехала по национальным паспортам Косово. Таким образом, когда есть такая необходимость, даже Грузия может служить в этом смысле позитивным примером для всех остальных. И мы на это обратили внимание наших американских и европейских коллег и призвали их идти по схожему пути и признать национальные паспорта, заграничные паспорта Республики Абхазия в качестве документов для передвижения. Ну, к сожалению, мы не видим должной реакции со стороны наших партнеров, назовем их так, европейских и западных в целом партнеров. Но, тем не менее, мы будем продолжать поднимать эти вопросы, так как эти вопросы для нас очень актуальны и важны. Если говорить о других вопросах, которые обсуждаются во второй рабочей группе, то они связаны с доступом к международному образованию для наших молодых людей, для наших студентов. Они также сейчас, вы знаете, стал актуален вопрос борьбы с пандемией, разразившейся по всему миру.
и Республика Абхазия в этом смысле не стала исключением. Мы испытываем на себе все те тяготы, которые связаны с этим, с распространением этого вируса. Было предложено провести встречу на уровне экспертов, медицинских экспертов. К сожалению, на предыдущем раунде по техническим причинам эта встреча не состоялась, но мы активно готовим ее к следующему раунду, и мы надеемся, что на 55-м уже раунде подобная встреча произойдет. В дальнейшем мы также намерены привлечь экспертов по экологической тематике, потому что вы знаете, что за последние годы в нашем регионе, в Абхазии в частности, получили широкое распространение различного рода вредителей, которые приносят очень ощутимый урон сельскому хозяйству в целом, поэтому это тоже актуальная для нас тема, и мы будем ее поднимать. У нас также, хочу сказать, что у нас существует успешный проект по восстановлению архива, нашего государственного архива, который был, как вы знаете, уничтожен в ходе войны 92-93 годов грузинскими оккупационными силами. Вот сейчас мы при поддержке Евросоюза ведем сотрудничество для восстановления этого архива. И надо отдать должное, Европейский Союз выделяет средства для технического обеспечения нашего госархива и передачи некоторых материалов, которые у нас на сегодняшний день отсутствуют. То есть вторая группа, в отличие от первой, демонстрирует некие позитивные результаты, поэтому я думаю, что все-таки у нас должна сохраняться заинтересованность в продолжении этого процесса. Как раз по этому поводу будет мой следующий вопрос. Извините, что если я вас перебила, но, как я поняла, уже заявлено, что 55-й раунд дискуссии состоится в декабре этого года. И, насколько я поняла из этого разговора, возможно, будут привлечены также наши медики, возможно, экологи. Будет ли это уже в 55-й? Это, мне кажется, тоже такая интересная, серьезная тема. Хорошо, что поднимаются эти вопросы. Но, тем не менее, каждый раз, я думаю, не только я, но очень многие, когда читают сообщения вот об очередном раунде дискуссий и не видят вот главная вот информация о том, что опять-таки вообще не обсуждался, там, допустим, соглашение о неприменении силы, да, сразу же возникают опять вопросы о том, зачем нужны женевские дискуссии, что они нам дали, что они нам вообще дают, и возможно ли вообще в рамках этого формата, это даже не столько критика тех, кто туда ездит, а сколько вообще формата, дает ли этот формат вообще что-то для нас, и зачем нам нужно в этом участвовать. Я знаю, что вы отвечали на этот вопрос, но тем не менее вот... Я готов еще раз на него ответить, и, может быть, как-то более подробно. Да, на самом деле, возвращаясь к недавнему прошлому, этот формат, как вы знаете, берет свое начало после событий 2008 года в Южной Осетии, после той агрессии вооруженной, которую развязала Грузия. На сегодняшний день это единственный международный формат, где Республика Абхазия и Республика Южная Осетия представлены абсолютно наравне с другими крупнейшими участниками. Я хочу напомнить, что там наиболее крупные страны представлены, это Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, а также 3 крупнейших международных организаций, и ООН, ЕС и ОБСЕ. То есть, в принципе, у нас подобного рода формата больше не существует, по крайней мере там, где мы могли бы принимать участие. И в этом смысле для нас этот формат с этой точки зрения ценен. Что касается тех позитивных результатов, которые он может дать, да, мы тоже, так же как и вы, читаем те отзывы, те характеристики, которые звучат в том числе и в социальных сетях после каждого раунда. Конечно, особо похвастать нечем, но тут я все-таки хочу уточнить, что это не наша вина, не вина абхазской стороны. Абхазская сторона регулярно выступает с различного рода предложениями для того, чтобы вывести из той тупиковой ситуации весь этот формат, в которой мы, к сожалению, оказались. Но мы не видим никакого желания со стороны наших оппонентов из Грузии решать эти вопросы. Если говорить о других позитивных моментах, то, несмотря на весь скептицизм, во многом благодаря
тому, что этот формат продолжает действовать, мы не наблюдаем какой-то активной фазы эскалации напряженности на границе с Грузией. Тут тоже необходимо это понимать. Я неоднократно говорил, что для нас, для Республики Абхазия, безусловным гарантом обеспечения безопасности и мирного развития нашей республики остаются двухсторонние договоренности с Российской Федерацией. Но, тем не менее, этот формат также привносит некие положительные результаты. И, как мне кажется, пока существует этот формат, пока он действует, сложно предположить, что грузинские власти решатся на какую-то очередную военную авантюру в отношении нашей республики. Ну, вы знаете, дело в том, что на самом деле, если проводить опять-таки параллели с предыдущим переговорным процессом, который у нас был до 2008 года с Грузией, это был двухсторонний, в принципе, переговорный процесс под эгидой ООН, России и других участников, но он был двухсторонний, то есть там были определены стороны конфликта, да, абхазская и грузинская. Сейчас, к сожалению, мы утратили этот статус. Сейчас все стороны представлены в качестве неких участников, да? Поэтому вот именно в этом является основная проблема, которая не дает нам возможность двигаться дальше. Но я также хочу напомнить, что в 2008 году, на самом деле, в Абхазии, слава богу, не состоялось вооруженного конфликта, хотя мы знаем, что грузинские власти планировали такой сценарий после событий в Южной Осетии. В 2008 году абхазские вооруженные силы провели успешную спецоперацию в верхней части Кодорского ущелья, которое было на тот момент оккупировано грузинскими боевиками. И в ходе этой спецоперации не было пострадавших, она была бескровная абсолютно, была успешно проведена, и в ее результате грузинские вооруженные формирования вынуждены были спасаться бегством, бросив все имеющееся у них вооружение. Я это говорю к тому, что, в принципе, события 2008 года с большой натяжкой могут быть, скажем так, применены к Абхазии. Да, это в большей степени касается Южной Осетии. Мы, естественно, об этом говорим на всех раундах. Ну, нас иногда слышат, иногда не очень хотят слышать, потому что когда задаешь неудобные какие-то вопросы, на которые в принципе нет ответа, наши оппоненты стараются хранить молчание, да, и просто не отвечать на эти вопросы. Вот вы знаете, что у нас во второй группе стоит такой вопрос, как вопрос беженцев. У нас существует консолидированная позиция с российской и юго-осетинской делегациями. Мы этот вопрос не обсуждаем, мы выходим из зала заседаний. Происходит это по ряду причин. Ну, основная причина – это то, что нам не дают возможности озвучивать нашу позицию на других международных площадках, в частности, на Генассамблее ООН, где, как вы знаете, Грузия ежегодно выносит абсолютно тенденциозную резолюцию по беженцам. Второй момент, что касается позиции именно абхазской стороны, мы исходим из того, что в 2008 году в результате событий 2008 года в Абхазии не появилось, не возникло абсолютно никаких беженцев. То есть для нас этот вопрос абсолютно не актуален. И мы об этом говорим. И еще один важный момент. Дело в том, что вот те 6 пунктов плана Медведева-Саркози, на которых в принципе основан весь нынешний процесс, там ведь тоже абсолютно ничего не говорится о беженцах. Там этот вопрос никак не упоминается. То есть есть много аспектов, на которые мы обращаем внимание, и исходя из которых мы считаем, что проблема беженцев, ну, по крайней мере, для нас, для абхазской стороны, в контексте событий 2008 года абсолютно не актуальна, и мы ее не собираемся обсуждать. Если нам предоставят равные возможности, мы, кстати, над этим очень работаем серьезно, мы регулярно обращаемся к американским дипломатам, которые также присутствуют в этом формате, с тем, чтобы нам предоставили въездные визы в Соединенные Штаты, для того, чтобы мы могли посетить штаб-квартиру ООН и выступить перед представителями международного сообщества по данной проблематике. Но американские власти в нарушении существующих договоренностей и взятых обязательств
отказывает нам в выдаче этих виз. Но мы продолжим эту работу, и, возможно, нам удастся все-таки как-то решить этот вопрос. А вот, Ну, вот, простите, есть еще один вопрос, раз уж вы почти коснулись да. той темы, которую я хотела бы также обсудить, тем более, что в рамках передачи я продолжу об этом говорить, да, это вот последние события, связанные с Европейским судом по правам человека и тем, что, как вы знаете наверняка, они отклонили иски представителей Южной Осетии, граждан Южной Осетии, которых, кстати, они почему-то вот в грузинских СМИ их везде называют гражданами России, как будто бы, то есть и не упоминая ни разу, что это просто жители, простые жители Южной Осетии, которые подали на иски на Грузию о том, что они являются жертвами войны в августе 2008 года. Как вы знаете, этот иск был отклонен, а Грузия якобы оправдана. Вот как вам кажется? Кстати, в свете этого очень многие, кстати, у нас в социальных сетях пишут о том, что вот раз Южная Осетия так продвигает этот вопрос, и случился прецедент того, что в Международный суд подали иск на страну за, получается, ущемление права во время конфликта мирного населения, почему мы это не делаем? То есть эта тема тоже мусолится в различных социальных сетях. Ваше отношение к тому, что произошло, и вот к тому, должны ли мы тоже пойти по пути южных осетин и как-то, например, подавать свои иски в какие-то международные инстанции? Да, спасибо вам за этот вопрос. Это действительно очень важная тема. И, повторюсь, мы наблюдаем, безусловно, за той реакцией, которая происходит в нашем обществе, в том числе и на внешнеполитические вопросы. Но хочу сказать всем заинтересованным и незаинтересованным лицам, что в этом смысле внешнеполитическое ведомство Абхазии не остается в стороне. Мы ведем эту работу. Я просто, знаете, есть такая истина, что ли, да, что дипломатия, как и деньги, любит тишину. Мы, к сожалению, не можем рассказывать там, на пространстве соцсетей о всех тех действиях, которые мы предприняли, либо собираемся предпринимать. Значит, что касается иска Южной Осетии, конечно, мы внимательно за ним следили, мы о нем знали. Ну, скажу честно, вердикт, который был вынесен Европейским судом по правам человека, не вызвал у нас особого удивления. Это было предсказуемо. К сожалению, за последние годы сложилась такая практика, что многие международные институты, в том числе и ЕСПЧ, стали политически ангажированы. Это судебная структура принимает политически мотивированные решения, мы это видели неоднократно, в том числе и в отношении Российской Федерации. Ну, так как мы являемся стратегическими партнерами, мы, Южная Осетия, с Российской Федерацией, мы, скажем так, на себе испытываем все прелести, в кавычках, вот подобного рода действий со стороны международных структур. Что касается наших действий, у нас мы исходили из того, что мы также планировали подать подобного рода иск, связанный с вооруженной агрессией, с этническими чистками, с геноцидом, в принципе, который осуществлялся в Абхазии. Но мы собирались это делать не в контексте событий 2008 года, так как я уже говорил, для нас это не очень актуальный вопрос, а в контексте нашей войны народа Абхазии 92-93 годов. Но глядя сейчас на то, что произошло с нашими осетинскими коллегами, честно говоря, у нас добавилось скепсиса в этом отношении. Хочу вам сказать, что это очень дорогое удовольствие, то есть тут необходимо нанимать серьезные юридические структуры, компании, которые бы могли составить правильную заявку. Там есть определенный ряд условий для того, чтобы подать заявку в ЕСПЧ. Да, поэтому даже очень много отклонили исков, да, было гораздо много, больше. да, то есть много даже не рассматривают Да, не этих исков, рассматривали. да, их просто не принимают. Ну, слава богу, нашим осетинским коллегам удалось добиться того, чтобы хотя бы их приняли, их заявку, но, тем не менее, как вы знаете, решение было не в пользу Южной Осетии. Кстати, мотивировка крайне странная, скажем так, мягко говоря.
Значит, Европейский суд сослался на то, что на тот период времени грузинские власти не осуществляли контроль над этой территорией, хотя как бы, с точки зрения Европейского суда по правам человека, де юре это территория Грузии, да, но никто не отменял те бомбардировки и те массовые уничтожения, которые производили грузинские вооруженные силы, но, к сожалению, никто в Европе на это внимание особо не обращает. Повторюсь, что все эти решения, они политически мотивированы, и, к сожалению, доверие к такого рода институтам, международным институтам, оно в наших глазах, по крайней мере, очень серьезно падает. Вот. Ну, мы теперь будем анализировать, что делать дальше. То есть стоит ли нам продолжать эту работу или же как-то пока переждать и воздержаться. Но это очень серьезный вопрос, на который, к сожалению, объективных ответов международная правовая система нам не дает. Вот, к сожалению, мы вот в таких условиях находимся. Понятно. Ираклий Вахтангович, спасибо вам огромное за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. В Европейском суде по правам человека отказались удовлетворять иски проживающих на территории Южной Осетии граждан в отношении Грузии. Судьи в Страсбурге отклонили претензии проживающих на территории Республики Южная Осетия граждан о непропорциональном использовании силы 8 и 9 августа 2008 года в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвале и его окрестностях. В Грузии ликуют и называют такое решение суда очередной победой. Вот как высказалась по этому поводу президент Грузии Саломе Зурабишвили. В деле Бекоева и другие против Грузии, и Шавлохова и другие против Грузии Европейский суд по правам человека еще раз показал, что Грузия находится на правильной стороне истории. Решение суда о неприемлемости исков – еще одна важная юридическая победа на пути нашей мирной деоккупации, написала президент в своем твиттере. На сайте Европейского суда по правам человека говорится, что коллегия пришла к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять контроль в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской. Конец цитаты. В Тбилиси решение Страсбургского суда широко анонсируется и представляется как победа правящей партии, которая, дескать, ведет очень активную политику непризнания. Об этом высказался и лидер грузинской мечты Кабахидзе. Цитата. «Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию политики непризнания. Мы преуспели во всех юридических спорах, мы преуспели абсолютно во всех областях, и это является заслугой соответствующих ведомств, прежде всего Министерства юстиции». Далее следует перечисление благодарности Кабахидзе всем должностным лицам в министерствах и правительстве. В то же время в самой Южной Осетии решение Европейского суда по правам человека восприняли с большим разочарованием. Во-первых, стоит отметить, что истцами в этом деле были жители Южной Осетии, которые во всех грузинских источниках упоминаются исключительно как граждане России. Во-вторых, все они жители Цхинвала и окрестных деревень, пострадавшие в пятидневную войну. Кому-то сожгли дом, у кого-то убили родных. Известно, что изначально исков было примерно 3300, но с тех пор больше половины отсеялось из-за скверного юридического сопровождения. Реакцию истцов и отношение к решению суда прокомментировал для сайта «Эхо Кавказа» депутат Давид Санагоев, который в период подачи исков в суд являлся уполномоченным по правам человека при президенте Республики Южная Осетия. Он тогда много общался с истцами. Это простые люди, говорит Санакоев, они надеялись, что будет какая-то моральная и материальная компенсация за причиненные им беды. Я с ними тогда много общался, они говорили, неужели и теперь они скажут, что нас не хотели убить? Все же видели, все знают, как они убивали нас градами, авианалетами. Неужели кто-то надеется все это спрятать?
Конец цитаты. Санакоев также отметил, что трудно объяснить людям, которых бомбили на глазах у всего мира, что Грузия не несет за это никакой ответственности. Цитата: «Представляю, как они будут разочарованы. Трудно будет объяснить людям, что в тот момент, когда их бомбили самолеты и расстреливали грады, Грузия не контролировала Южную Осетию и поэтому не несет ответственности за бомбежки ни перед мирными жителями, ни перед мировым сообществом». На вопрос «Эхо Кавказа», что в дальнейшем собираются предпринять истцы, Санакоев ответил, что они и дальше намерены работать над тем, чтобы, цитата, «эти преступления стали достоянием мировой общественности». В целом, в Цхинвале решение Европейского суда по правам человека посчитали политизированным и соответствующим духу двойных стандартов. Уполномоченный по правам человека Инал Тасоев назвал решение необоснованным, а заместитель руководителя администрации президента Алан Джусоев отметил, что подобные случаи формируют в юго-осетинском обществе негативное отношение к европейским организациям, когда право на жизнь, право на выбор и другие распространяются на одних и не распространяются на других. Тем не менее, во всей этой истории можно обнаружить один важный аспект. Августовская война в Южной Осетии – это, пожалуй, первый за долгое время военный конфликт на Южном Кавказе, где стороны конфликта начали обращаться к Международному суду, пытаясь добиться справедливости для тех, кто считает себя жертвой конфликта и войны. Это попытка понять, существует ли где-то справедливость, которая могла бы помочь им приобрести какую-то компенсацию моральную и материальную за страдания и потери во время вооруженного конфликта. И несмотря на то, что пока все это похоже на игру в одни ворота, тем не менее это важные прецеденты для региона в целом. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы по-прежнему будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.